Этническая казашка из восточного Туркестана Сайрагуль Саудбай, являющаяся первой узницей, осветившей вопрос лагерей перевоспитания, была удостоена международной премии мужества, вручаемой Госдепартаментом США. Вчера глава Государственного департамента Майк Помпео вручил Сайрагуль награду за ее вклад в развитие мира, справедливость, соблюдение прав человека, всеобщее равенство и поддержку женщин. В церемонии награждения приняла участие и супруга президента США Мелания Трамп, которая выступила с речью о достижениях женщин. Помпео сделал следующее заявление: «Сегодня мы отдаем дань уважения Сайрагуль, которая ранее являлась врачом. Ей пришлось покинуть свою семью и терпеть пытки в заключении. Сайрагуль – одна из первых жертв и свидетелей коммунистического беспредела. Она не побоялась ничего и рассказала всему миру о китайских концлагерях. Ее история стала источником мужества и вдохновения для других узников, которые продолжают давать свидетельские показания». Профессор юридического факультета университета имени Хаджи Байрама Вели Ильяс Доган подчеркнул, что действия, предпринятые китайской администрацией в Восточном Туркестане, включены в разряд преступлений против человечества, прописанных в Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании подобных преступлений, принятой в 1948 году. Доган подчеркнул, что жертвы китайских властей и их беззаконий имеют право обратиться в Международный уголовный суд. Отвечая на вопросы Крымского новостного агентства о совершаемом китайским правительством геноциде, Ильяс Доган подчеркнул, что в качестве юриста может стать наблюдателем по данному вопросу в международных судах. Выступая на конференции, организованной университетом имени Неджметдина Эрбакана, глава Национального собрания Восточного Туркестана Сейд Тюмтюрк сделал следующее заявление: «Восточный Туркестан очень важен для нас. К сожалению, в течение 70 лет после оккупации регион переживает средневековую тьму. С момента принятия идеи китаизации ислама, начатой пекинской администрацией в 2014 году, в Восточном Туркестане были запрещены атрибуты религии, включая ношение бороды. Коммунистическая партия Китая утвердила закон о сносе мечетей, уничтожении религиозных книг, рукописей и молитвенных ковриков, а также заключении миллионов мусульман уйгурского региона в лагеря перевоспитания. В настоящий момент подобную участь переживают верующие дунгани. По сообщениям Bitter Winter, в одной из мечетей провинции Шандунь были сожжены все экземпляры Корана, сборников хадисов и учебников по выразительному чтению Корана. Вместо религиозной литературы в мечети изучают книгу, написанную Си Цзиньпинем, и идеи китайского социализма. Аяты и хадисы, некогда украшавшие стены мечети, были заменены надписями на китайском языке. В связи с эпидемией коронавируса китайский автомобильный сектор переживает самый большой месячный спад. Согласно информации Китайской ассоциации по продаже легковых автомобилей, с начала февраля продажи по всему Китаю снизились на 80%. Несмотря на то, что через 3 недели после рекордного падения салоны брендовых автомобилей начали работу, до сегодняшнего дня не удалось реализовать продажи из-за низкого трафика клиентского спроса. Управление китайского представительства компании Toyota сообщило, что продажи упали на 70% по сравнению с прошлым годом, составив 23 800 автомобилей. С другой стороны, жертвами коронавируса стали свыше 3000 китайских граждан. По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения Китая, за последние сутки был зафиксирован 31 случай с летальным исходом и выявлено 139 новых инфицированных. Свыше 290 миллионов учеников по всему миру были вынуждены временно прекратить учебу. Согласно заявлению ЮНЕСКО, из-за вспышки коронавируса в 13 странах были закрыты образовательные учреждения. Ученики и студенты Армении, Азербайджана, Бахрейна, Китая, Северной Кореи, Ирана, Ирака, Италии, Японии, Кувейта, Ливана, Монголии и Объединенных Арабских Эмиратов временно не смогут продолжить учебу. Генеральный директор ЮНЕСКО выступила со следующим заявлением: «К сожалению, это не первое закрытие учебных заведений из-за эпидемии и других кризисов. Масштабы, сроки и частота продления этих мер ставит под угрозу право детей на образование». 10 марта ЮНЕСКО проведет собрание для рассмотрения стратегии обеспечения непрерывности образования и профессиональной подготовки.